Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камраде Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Саркелей. Сегодня вторник, 30 января, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Фейсбуке. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым и близким. Пусть как можно больше людей, особенно в Грузии, услышат правду о том, что происходит в автономии стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня у нас в гостях председатель партии «Перемен» Штефан Глигер. С ним мы поговорим о создании политического блока, в который входит партия «Перемен», платформа «Да» и партия «ЛОК», и о политической повестке этого блока. Во второй части мы поговорим с директором Ассоциации независимой прессы Петром Маковеем о цензуре и влиянии Шора на общественного телерадиовещателя ГРТ. В третьей части выпуска мы поговорим с журналистом из Израиля Ростиславом Гольцманом о ситуации в Израиле и на Ближнем Востоке. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о коалициях, которые формируются в политическом пространстве Республики Молдова. Было заявление об объединении 3 политических партий: партии «Перемен», партии «ЛОК» и платформы «Да». И сейчас мы поговорим с лидером партии «Перемен» Штефаном Глигером, который у нас на связи по скайпу. Штефан, приветствую. Здравствуйте. Рад вас видеть, Штефан. Давайте для начала 3 партии объединились. Это было заявление сделано, не на этой неделе, недавно было сделано заявление. В декабре, да. Да, какова цель, Штефан? Что преследует вот это объединение этих 3 политических партий, и насколько эти 3 политические партии сопоставимы друг с другом, с вашей точки зрения? Раз вы объединились, наверняка вы думаете, что сопоставимо, да? Просто хотелось бы детали. Спасибо за вопрос и за приглашение. Давно не говорили. В этом году еще не виделись. Да, кстати. Так, с прошедшими, да, вас, с прошедшими. Да, и всего хорошего нашим телезрителям. Абсолютно очевидно, что необходимо создавать платформы сотрудничества между адекватными, здоровыми политическими партиями. И в эту субботу было первое заседание, совместное заседание политических бюро, которое начало процесс формирования, в том числе общих политических координационных органов, да, между 3 партиями. Мы осознаем необходимость коализации, усиления центристско-правого сегмента. Мы понимаем прекрасно, что происходит сегодня в стране. И мы понимаем те риски, которые существуют для нас как общества и как для страны в контексте парламентских выборов. Несмотря на то, что всегда есть какая-то разница между нами, мы все разные. Нам нужно находить точки соприкосновения, нужно уметь находить то, что нас объединяет, а не разъединяет, и видеть понимать и видеть будущее. Мы должны осознавать, что те риски, которые сегодня есть в регионе, те риски, которые есть из-за провала внутренней политики нынешней власти, партия действия солидарности, ПДС, у общества должна быть перспектива, общество должно иметь возможность представлять себя посредством тех политических формирований, с которыми они резонируют, с которыми у них есть что-то общее. Абсолютно очевидно, что в обществе есть ожидание объединения сил, адекватных, неподкупных, порядочных, людей, у которых есть определенный уровень профессионализма и компетенций. Есть ожидания, и у нас в избирательной кампании часто об этом спрашивали, когда мы объединимся и заложим фундамент будущего политического, возможно, формирования, который будет определять будущее страны и те реформы, в которых страна нуждается. Вот мы решили, мы сделали такой шаг, мы закончили год, сделав совместное заявление, и вот в январе уже сумели провести совместное заседание политических бюро. И будем продолжать. Мы создаем общий координационный совет,
будет общий секретариат. Наши задачи — это участие в первую очередь в парламентских выборах, конечно. И мы То есть в рассматриваем... президентских вы участвовать не будете, да? Нет, я этого не говорил. Мы рассматриваем возможность участия в президентских выборах. Но это зависит от того, если мы сможем идентифицировать того кандидата, который сможет объединить общество и сможет, скажем так, соответствовать тем ожиданиям, которые есть сегодня в обществе. Мы работаем над этим, мы рассматриваем необходимость участия в президентских выборах и формат, в котором мы пойдем на президентский выбор в тот момент, когда мы определимся с кандидатом, конечно, будет избирательный блок для начала. Штефан, вот вы сказали, что нужно искать точки соприкосновения, да, то есть как бы с различными политическими платформами, да, что в принципе как бы рациональная идея со здравым зерном в нем есть. Но вот такой вопрос, каковы пределы поиска этого рационального звена и есть ли политические партии, с кем вы не готовы искать общие точки соприкосновения? Те политические партии, у которых нет четкой повестки по борьбе с коррупцией, борьбе с организованной преступностью, внешним влиянием, у которых нет четкой позиции по законности и прозрачности финансирования политических партий. Те партии, которые не согласны с европейской интеграцией и необходимостью проведения европейской интеграции. Это те партии, с которыми, естественно, у нас нет точек соприкосновения. Вообще в Республике Молдова очень немного политических формирований, с которыми можно вести адекватный какой-то диалог и с которыми можно наводить мосты. Но я вам хочу сказать, что это очень нечастое явление, когда три политических партии, у которых есть представительство на местах, десятки территориальных организаций, создают совместную платформу, да, политический блок для того, чтобы идти на выборы, на президентские и на парламентские, как я уже говорил. Поэтому мы считаем, что это большой шаг вперед, учитывая то, что происходит во власти, учитывая те реформы, которые общество ждет, но которых нет. Я думаю, мы отвечаем тем вызовам, которые, или, по крайней мере, стараемся отвечать тем вызовам, которые сегодня есть перед нами, как общество, как страна. И у нас нет другого пути. Мы должны усиляться, мы должны объединяться и предлагать нашим гражданам здоровую, профессиональную, компетентную альтернативу. Под внешним влиянием что вы имеете в виду? Внешнее влияние. У нас сегодня в стране идут целый ряд избирательных коррупционных процессов, когда извне, насколько мы понимаем, в том числе Российская Федерация финансирует марионеточные политические формирования, такие как партия ШОР, партия Шансы и их клоны, в том числе куча всяких независимых кандидатов и так далее и тому подобное. То есть мы должны понимать, что есть вызовы, на которые, к сожалению, наша страна с точки зрения институционной эффективности, с точки зрения уголовного преследования, которое просто находится в какой-то фазе деградации, мы не успеваем адекватно отвечать на эти вызовы. Да. Ни служба информации безопасности, ни уголовное преследование, ни Генеральная прокуратура, вообще никто. То есть то, что предпринимается, это абсолютно непропорционально масштабу этого феномена. И наши демократические инструменты используются против нас самих, потому что мы не сумели провести необходимые реформы в юстиции, в уголовном преследовании. И надо признать и сказать это прямо. ПАС провалила реформу юстиции. Они сначала заигрались с теми, кого использовал Плохотнюк, потом поняли, что с ними тоже далеко не уедешь, и надо что-то делать по-настоящему. Создали комиссию при ветинга, но это все двигается с черепашьей скоростью, и сама система саботирует этот процесс. А в это время появились еще и назначенцы, да, которые с помощью этой власти стали теми, кто стал, кем они стали. Там, допустим, временно исполняющий обязанности генпрокурор
и начальник прокуратуры антикоррупции Вероника Драголин в открытую нападают на институт ветинга и приветинга. В открытую, в телевизионных интервью. И тогда просто вы поставьте себя на место прокуроров, судей, которых как будто реформируют, их должны пропустить через фильтр. А те люди, которых власть назначает, они против этого фильтра. То есть это полное замешательство, система видит слабость власти, прокурорская, судейская. И они просто делают все возможное для того, чтобы прошло как можно больше времени, в надежде, что придут другие и проблема решится. То есть власть абсолютно неубедительна, они рассорились между собой и так далее. Поэтому, когда вы спрашиваете о внешнем влиянии, один из самых больших рисков для нашей страны, для наших выборов в нашей стране, это избирательный подкуп, это подкуп на выборах. И в Бельцах суммы достигали, допустим, на местных выборах до $300 за голос. И это только одна статья расходов. Посмотрите на, там, допустим, что происходит в селах. Есть сотни сел, в которых построили по километру, по 1,5 дорогу. Или сделали другие проекты. Вы сейчас про юг или про север, или про ГГУ? Про юг, север, центр, про всю страну. Да, вот у нас был кандидат там, в Тараклийском районе, в селе Алвату, допустим. Да? Да. И там построили более километра дорог. Компания, которая их построила, у нее доходы за 2022 год меньше, чем расходы на эту дорогу в 2023, понимаете? То есть и на все это смотрят, и таких ситуаций их сотни, понимаете? То есть это на все смотрится как-то сквозь пальцы. То есть где СИБ, где прокуратура, где Печкокс, да, по борьбе с организованной преступностью прокуратуры и так далее. Это все абсолютно очевидно неэффективно. И мы в этих условиях идем на президентские, и к этим президентским еще как будто получается, что будет и референдум. Да? Ну, пока что это все еще так в воздухе, но, насколько я понимаю, власть намерена проводить, на самом деле проводить референдум совместно с президентскими выборами, и тут есть целый ряд рисков. И самый главный риск — это подкуп избирателей, это влияние посредством дезинформации и прямого подкупа на избирательный процесс. Не могу не задать этот вопрос, Штефан. Многих озадачило ваше участие, появление на платформе «Европейский диалог» вместе с Додоном, Влах, Чубашенко, Старушем и другими левыми пророссийскими политиками. Чем было обусловлено ваше участие в этом? Можете объяснить? Ну, очень просто. Человек, который меня пригласил, это человек, которого я уважаю. По крайней мере, до этого те площадки обсуждения, которые модерировала Наталья Узун, они были адекватными, скажем так. То есть я получил, в общем, программу, она называлась «Европейские диалоги», но там не было расписано сессии не были расписаны. То есть я не совсем, наверное, уделил достаточное внимание изучению этого предмета, потому что с Натальей Узун у меня были дебаты там, на платформе ИПН и так далее. То есть было какое-то определенное доверие. Доверие к Наталье, да? Да, в том числе, конечно. То есть я не совсем понял. То есть они сумели как-то названием, контекстом, модератором как-то чуть-чуть ввести в заблуждение. Но с другой стороны, господин Михаил, реакция в нашем обществе на такого рода вещи абсолютно нездоровая. А вы что, забыли, что партия Действия Солидарности сделала временную коалицию с социалистами? То есть я не вижу проблемы в том, что ты приходишь излагать свою точку зрения, пока ты ее защищаешь, и она у тебя есть. То, что я сказал там, я говорю власти, я говорю гражданам, и это моя точка зрения. Эти выборы, то, что я там сказал, эти выборы, это была вилка между использованием админресурса, с одной стороны, этой властью,
проевропейская, которая клялась, что она так делать не будет. И коррупционными процессами, которыми заведовали в том числе те, кого вы показываете на экране. Понимаете? И излагать свою точку зрения я один из последних политиков, которые не ходят на телевидение Илана Шора, Плохотнюка и так далее. Хотя ПАС был везде на этих телевидениях и легитимизировал их все. Я единственный, который не принимает этих приглашений, потому что я считаю, что таким образом ты легитимизируешь эти телевизионные каналы. Ну, что поделать. Я изложил свою точку зрения, свои замечания, вообще без проблем. Не вижу, почему было поднято столько шума и гамма. Кто-то ищет всегда каких-то ведьм, какие-то оправдания своих каких-то опасений, комплексов неполноценности и так далее. Такое у нас общество, весьма темное. Ну как, ну вы же понимаете, что то есть критика власти, она безусловно приветствуется, да, просто вопрос «покажи мне», вы же знаете, да, «покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты», вы же понимаете, это не отсюда. Участие в публичном обсуждении, Михаил, не делает меня другом с Дадоном или с Марашану, или с Ионом Кику, или с кем-то еще. Надо разделять. Есть какая-то площадка общественных обсуждений. Ты приходишь туда не для того, чтобы с ними дружить, а для того, чтобы высказывать свою точку зрения, в том числе при необходимости им в лицо. Почему я считаю, что это событие, это был своеобразный капкан? Потому что, оказывается, там была резолюция, которую кто-то заранее написал, о которой никто не знал, я не знал это. Я тогда понял, что это был срежиссированный такой немного сценарий своеобразный, да? То есть там приняли, оказывается, я высказал свою точку зрения, закончилась сессия, и я ушел. Да? Я не знал, чем это все дальше будет, как это все будет развиваться, потому что не было программы, повторюсь. То есть там еще, получается, программы сессий, кто говорит, что говорит, ее не было. То есть это уже объявилось тогда, когда уже пришли, соответственно, начались обсуждения. Да, и первая сессия это была моя с Кику. Я потом ушел, я даже не знаю следующие, которые, с кем они были. И когда мне сказали, что, оказывается, в конце там проголосовали за какую-то резолюцию, вот я тогда понял, что эти люди подготовились, что они написали какую-то резолюцию, потому что это не делается за 20 минут. И тогда я понял, что с этим ивентом есть проблемы, что там была совсем другая задумка. Вот. А в чем была задумка приглашать вас, как вы думаете? Я думаю, легитимизация какой-то платформы, вот такой, представительность платформы. Потому что если бы были только левые, да, то тогда нет легитимности. Потому что это посыл в сторону Европейского Союза. Это же Open Dialogue, European Dialogue, я не знаю, как он там называется. Да, платформа «Европейский диалог», да. Да, «Европейский диалог», что-то такое. И естественно, что если были только левые партии, ну какой это европейский диалог? Нужны европейцы настоящие, проевропейцы. Ну, Ирина Влах и Дадон типичные европейцы, что, конечно. Ну да, что-то вот такое. Да, то есть в таком смысле, да, в этом контексте. Ну, еще раз, я человек, который доверяет, в принципе, до обратного, до первого доказательства обратного. То есть, ну, вот такая ситуация. Я считаю, что госпожа Узун, которая меня пригласила, она мне дала неполную информацию насчет этого события, насчет этого ивента. Хорошо, вот по поводу референдума, который объявила президент, что вы думаете? Я думаю, что есть риски, которые нужно анализировать. И эти риски, мы уже о них говорили, это подкуп избирателей. И я уверен, что Российская Федерация очень серьезно мобилизует свои ресурсы для того, чтобы и своих подопечных здесь, для того, чтобы сделать как можно больше голосов против европейской интеграции, чем за. В принципе, европейский референдум о европейской интеграции он нужен, но вопрос в том, есть ли для проведения этого референдума в день президентских выборов законные основания, это первое. Во-вторых, есть ли другие риски, которые могли бы препятствовать проведению данного референдума или изменить, повлиять на его результат.
То есть это очень ответственная вещь. Речь идет о конституционном референдуме. Это не консультативный референдум. Да, который, Но об этом, по-моему, еще не было заявлено, нет? Или вы уже знаете? не было заявлено, насколько мы знаем, это конституционный референдум. Это очень серьезно. И здесь нужно очень внимательно проанализировать все за и против. То есть спешить здесь не стоит. Господин Глигор, вот ваша платформа, которую вы создали и уже институционализируете, можно сказать, или идете по этому пути, определилась с повесткой, с которой вы идете на президентские выборы, на парламентские выборы, или на этот же референдум, который мы еще не знаем, состоится, не состоится, вернее, когда он будет назначен, на какую дату, скажем так? Ну, давайте сначала по референдуму мы закончим. Да, Дело давай. в том, что нет понимания законности проведения референдума. Есть зарегистрировано заявление, да, насколько я понимаю, социалистов, кажется, или БКС. Ну да, то есть они просят на предмет конституционности решений, изменений в кодексе о выборах, да? Да, да. Есть конституционное решение Конституционного суда от 2014 года, 102 пункт, который говорит о том, что в принципе как бы проводить референдум в день выборов нельзя. Это решение никто не пересмотрел. И с этой точки зрения очень важно, что скажет Конституционный суд. Ну, во-первых, как они справедливости ради мы должны отметить, что мы еще не знаем, они пройдут в один день или не в один. Решение даты референдума еще неизвестно, правильно я понимаю? Нет. Насколько мне известно, они хотят проводить в референдум в день президентских выборов. В этом вся суть. Да. Соответственно, есть 102 пункт вот этого решения Конституционного суда от 2014 года, когда речь шла тоже о проведении референдума, о изменении Конституции на метод избрания президента. И есть вот это заявление в Конституционный суд по проверке конституционности изменения избирательного кодекса, которое провели буквально вот сейчас, да, в декабре, кажется. Согласно которому, там, насколько я помню, да, согласно которому проведение выборов. Возможно провести выборы прямо в день президентских или парламентских выборов. Да. Там или так. Да. То есть пока мы не знаем, что скажет Конституционный суд, пока мы не увидим, что скажет Конституционный суд, слишком рано выражать свою точку зрения насчет этого референдума. Потому что первый вопрос, будет ли он вообще. Да, и возможен ли он, и как Конституционный суд вообще выйдет из ситуации, учитывая решение Конституционного суда от 2014 года. То есть, мне очень интересно, как они будут, проаргументируют, да, как они будут выходить из этой ситуации. С другой стороны, мы все прекрасно понимаем, и наш политический блок, мы это обсуждали, конечно же, мы прекрасно понимаем, что есть необходимость проведения такого референдума, но в правильное время и в правильном контексте. То есть у нас 35-36 глав переговорных. Да? Мы должны провести целый ряд реформ. Мы должны сделать так, чтобы граждане повысили уровень своего достатка, качество жизни, уровень жизни, чтобы они оценили сам факт проведения реформ в контексте европейской интеграции. Нужно провести широкую, масштабную кампанию о том, что такое европейская интеграция. Развеять все эти мифы, все эти страшилки, все эти глупости, которые циркулируют у нас в обществе. Подготовить общество к принятию такого решения. То есть, вы считаете, что общество не готово? Вы считаете, что общество не готово? А что, у нас есть какие-то результаты? Нет, у нас есть... Что у нас? Ну хорошо, вы когда говорите, общество не готово, вы имеете в виду, оно не готово интегрироваться в Европейский Союз, или вы имеете в виду, что нет реформ соответствующих? Просто уточняю. Господин Серкелев, да. Мы только что проиграли местные выборы.
Мы только что не сумели деструктурировать коррупционные схемы и оргпреступность, которая просто танцует на столе и подкупает на этих выборах с юга на север, с востока на запад, кого они хотят. Им особо никто не мешает. То есть вы считаете, что мы готовы к проведению такого референдума? Вот с нашей точки зрения, с моей точки зрения, нужно показать людям сначала какой-то результат, и потом просить их голос. Но, опять же, если говорить о сегодняшней ситуации, мы не знаем, что скажет Конституционный суд. И после того, как Конституционный суд вынесет свое решение, да, и, допустим, скажет, что возможно проведение референдума, изменения, которые были сделаны в избирательном кодексе, конституционно, ну, значит, тогда у нас не останется фактически другого выбора. Нам надо будет продвигать референдум, надо будет защищать точку зрения, надо будет защищать проевропейскость, и надо будет убеждать людей в том, что у нас нет другого пути, потому что у нас, Михаил, нет другого пути. Я просто опасаюсь, что, учитывая ситуацию в прокуратуре, в судебной системе, в Министерстве внутренних дел, в службе информации и безопасности, зная реальную ситуацию, есть серьезный риск подкупа избирателей при проведении этого референдума. Массированного подкупа избирателей, влияния информационного, внутреннего, внешнего и так далее. И очень коротко, если можно, если вы определились с вашей платформой, общей платформой на президентские и парламентские выборы уже. Мы не определились. Мы создали координационный совет, который, в обязанности которого входит разработка общей платформы, общей избирательной платформы на президентские и на парламентские выборы. То есть мы находимся в самом начале процесса. Мы двигались довольно быстро. С ноября мы успели наладить общение, координацию. Мы в декабре сделали совместное заявление. В январе провели совместное заседание политических советов, политических бюро. И дальше будем создавать коалиционный совет. То есть это решение о создании коалиционного совета было принято в эту субботу. Да. И дальше будут проводиться соответствующие заседания и приниматься соответствующие решения, разрабатываться избирательные программы, разрабатываться политики, которые мы считаем необходимыми для Республики Молдова и так далее. И также будем идентифицировать кандидата, общего кандидата, представительного кандидата на президентские выборы. Господин Григорий, я благодарю, что нашли время, пришли к нам в эфире и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Всегда с удовольствием. Друзья, в этой части выпуска я предлагаю поговорить о ситуации на региональном общественном телерадиовещателе ГРТ. Появляются новости и уже подтверждается информация, что ГРТ стал закупать контент у сторонних производителей, что само по себе не противоречит законодательству, но тут есть, что называется, нюанс. У каких сторонних производителей ГРТ стал закупать контент, в частности, у телеканала «Примул», который лишился лицензии в связи с явной, открытой, махровой пророссийской, прошоровской пропагандой. Плюс всплыла информация, что на самом телеканале практикуется цензура, и представители исполнительного комитета вмешиваются в редакционную политику. Не то чтобы это была новость, но есть уже заявление журналистов, которые работают в самом ГРТ. Вообще, что происходит на ГРТ, насколько это соответствует требованиям деонтологических норм и законодательства Республики Молдова и вообще стандартам и принципам свободной прессы, я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня в этой части выпуска, Петру Маковей, исполнительный директор Ассоциации независимой прессы. Петру, приветствую вас. Добрый день. Рады, что вы нашли время прийти к нам в эфир прокомментировать. Давайте вот эти две большие темы, давайте попытаемся разобраться в них. Первое – это закупка контента региональным общественным телерадиовещателем у сторонних производителей, в частности, у канала «Примул». Мы видим, что продукты, которые
производится каналом Примул, теперь появляется на канале ГРТ. Насколько это вообще нормально, с вашей точки зрения? Ну, абсолютно нормально, что одна телекомпания закупает продукт, который делают сторонние производители. То есть с точки зрения закона и с деонтологической точки зрения это вполне нормально, как бы сказали чуть ранее. Более того, вошло в действие статья Кодекса о телевидении и радио, которая обязывает радиовещателей закупать у национальных производителей контент. И тот факт, что в случае ГРТ они закупают у производителей в Молдове, это нормально, но опять же, если не учитывать эти нюансы, о которых вы говорили, а именно то, что закупается контент определенного политического ракурса, который является в большей степени пропагандистским, чем информационным. И, соответственно, тут возникают вопросы деонтологического характера, потому что все эти программы, я смотрел некоторые из передач, которые были на телевидении ГРТ, не являясь контентом общественного регионального радиовещателя, они нарушают основные нормы деонтологического кодекса и, соответственно, при мониторинге ГРТ, опять же, ни в коем случае ГРТ не сможет сказать, что это не наш продукт, мы его закупили и поставили в эфир. Нет, с момента закупки это является как бы собственностью телеканала, и он отвечает по всей строгости закона за соблюдение статей Кодекса телевидения и радио в отношении этого продукта. Я уже не говорю о деонтологическом аспекте проблемы, потому что если смотреть на эти передачи, то понимаешь, что они нарушают основные статьи деонтологического кодекса журналиста, которые связаны с представлением, равноудаленным представлением информации, с предоставлением права на реплику относительно тех заявлений, которые делаются, и тех каких-то политических обвинений, которые проходят в эфир. С этой точки зрения, конечно же, они являются, как в румынском языке говорят, дефицитар. То есть есть большая проблема и отсутствует, абсолютно точно можно сказать, что эти материалы, закупленные ГРТ у сторонних производителей, не соответствуют деонтологическим нормам. И с этой точки зрения я еще один раз выражу свое удивление бездействием наблюдательного совета, потому что даже если ГРТ по решению менеджмента этой компании решил закупить какие-то продукты у сторонних производителей, а наблюдательный совет именно поэтому назначен, в том числе по местному закону о телевидении и радио, за тем, чтобы следить за контентом телевидения, которое содержится на публичные деньги. С этой точки зрения, опять же, наблюдательный совет ГРТ бездействует или, наоборот, напротив, поддерживает решение менеджмента ГРТ давать в эфир явно пропагандистского типа материала или материалы, которые не соответствуют основным статьям деонтологического кодекса, да и законодательства в том числе. Хорошо, а вы когда говорите, что этот контент не соответствует, и тут, да, еще один, перед тем, как вы говорите, что оно не соответствует деонтологическим нормам, нету второй стороны, нет права реплики, как бы, да, то есть как вы пришли к этому выводу, если мы говорим конкретно об этих продуктах, которые ГРТ закупает, в частности, у бывшего, или не знаю, как его назвать, действующего канала Примул, который лишился лицензии, да, и как это можно предъявить ГРТ, скажем так, да, то есть как бы какова дальнейшая процедура, кто выявляет и кто может предъявить ГРТ, извините за такой сленг, несоблюдение деонтологических норм и норм законодательства? Общественная организация или Совет по телевидению и радио?
Во-первых, я начну со второй части вашего вопроса. Любой телезритель из Гагаузии, и не только, может подать жалобу против ГРТ не только в Совет по телевидению и радио, который является регулятором на медийном рынке нашей страны и может за нарушение закона поставить к оплате, оштрафовать любое телевидение и любое радио. Также жалобу может подать, опять же, любой потребитель СМИ, если считает, что контент, который есть на этом телевидении или на любом другом телевидении, вообще в любом другом СМИ, люди могут подать жалобу в Совет прессы, который не налагает штрафов, но может с деонтологической точки зрения дать экспертизу, насколько тот или иной материал соответствует нормам этического кодекса журналиста Республики Молдова. Относительно того, как все это определяется, опять же, все это основывается на нормах деонтологии. Кстати, Кодекс о телевидении и радио Республики Молдова является очень хорошим законом, в основе которого поставлены те же нормы деонтологии, которые есть в Кодексе о этике. Там прописано очень четко, в статье 13, по-моему, если мне не изменяет память, почему и как радиовещатели обязаны давать плюралистические материалы, давать равное эфирное время разным политическим игрокам и так далее, давать право на реплику, заниматься защитой прав несовершеннолетних. И опять же, если смотреть на контент, который производили ранее, сейчас запрещенные или временно приостановленные телевидения, которые ранее находились в холдингах Плохотнюка, а сейчас в холдингах Шора, они очень часто нарушают основные права человека. Я сейчас уже не говорю строго о политических каких-то декларациях. Я говорю элементарно о правах ребенка. Допустим, неоднократно были ситуации, когда контент этого, в данном случае Примул, Молдова или других телевидений, были жалобы относительно нарушения, допустим, к примеру, прав несовершеннолетних в этих передачах. И тот факт, что ГРТ почему-то решил закупить контент именно у этого производителя, конечно же, вызывает массу вопросов. И мне странно, Михаил, что мы с вами задаемся этими вопросами, а члены наблюдательного совета не задаются такими вопросами, а депутаты Народного собрания тоже то есть смотрят на это, прикрывают глаза как бы на то, что происходит на ГРТ. Однозначно это не является выполнением миссии публичного телевидения со стороны ГРТ, и это вызывает обоснованную озабоченность у нас в Кишиневе, но я думаю, что в первую очередь это должно вызывать озабоченность местных политиков, местных деятелей и местных потребителей СМИ. Ну хорошо, давайте так. У меня такое ощущение, что Шор и холдинг Шора, вообще политическая организация Шора, нашла такую в медийном плане такую лазейку под названием Гагаузия. Как ни странно, да, это звучит. Лазейка в каком плане? Да? И его каналы практически лишились лицензии за нарушение тех самых деонтологических норм, о которых вы говорили в предыдущей части передачи. Да? Теперь у нас у всех была надежда, что последняя инстанция, которая может это все исправить, это Совет по телевидению и радио. Я не знаю, что будет делать Совет по телевидению и радио дальше, но тут такое ощущение, что с точки зрения закона у них вроде все, что называется, нормально. Да? То есть они закупают контент у журналистов. Почему задаются вопросы, почему именно у этих журналистов, а не других, это уже вопросы скорее больше к наблюдательному совету в управы и к финансовым органам. Но наблюдательный совет не собирается в это вмешиваться, Народное собрание тоже не собирается вмешиваться. Они в данном случае обеспечивают то самое политическое прикрытие для интересов Шора на этом телевидении. И сможет ли
сделать что-то совет по телевидению и радио, скажем так, большой вопрос в отношении ГРТ, который, напомню, в этом году получит, по согласно бюджету, 10 миллионов лей из регионального бюджета Гагаузии, а по некоторым данным они планируют получить еще больше, в 2 раза больше, чем 10 миллионов. Вот что в этой ситуации делать? Если очевидно, что Народное собрание ничего не собирается делать, и наблюдательный совет тоже. СТР может что-то сделать, совет по телевидению и радио в этой ситуации? Во-первых, я не соглашусь с вами, что ШОР воспользовался какой-то законодательной лазейкой. Нет, потому что мое убеждение состоит в том, что он поставил не на то, что у нас несовершенное законодательство, а на то, что кишиневские власти вряд ли станут до такой степени обострять отношения с камрадскими властями и с Народным собранием, чтобы предпринять какие-то меры к телевидению ГРТ. Да. Но когда ШОР думал об этом, он скорее подразумевал, что Совет по телевидению и радио принимает какие-то указания со стороны властей, но это далеко не так. И я считаю, что действительно Совет по телевидению и радио Республики Молдова не только может, но и должен принять меры для того, чтобы контент, который предоставляется общественности Гагаузии на общественном телеканале, соответствовал нормам закона. Вы правильно сказали, я тоже это утверждал, что с точки зрения применения законодательства, скорее всего, вопросов не возникнет. Но путем мониторинга контента или соответствия этого контента, конечно же, Совет по телевидению и радио, повторюсь, не только может, но и обязан принять меры к тому, чтобы проверить, насколько это соответствует нормам закона, и если есть абсолютная убежденность на основе отчета о мониторинге, что нарушается закон, принять меры, которые предписаны законодательством. Конечно же, менеджмент ГРТ может закупить контент у этого производителя, но нужно понимать, почему он это сделал. И, скорее всего, и опять же, это проблема наблюдательного совета, потому что если завтра поменяется менеджмент на ГРТ и придет, допустим, ставленник какой-то другой партии или какого-то другого олигарха, то он, скорее всего, захочет покупать контент у другого производителя. Для того, чтобы избежать таких случаев, нужно, конечно же, думать об общественном интересе и разрабатывать регламенты, на основе которых общественный радиовещатель, каким является ГРТ, может делать процедуры какие-то. Они должны быть максимально транспарентны, с тем, чтобы всем было понятно, куда идут деньги. Большая проблема в вашем регионе и в нашей стране в общем, большая проблема, что люди очень мало интересуются, как используются их средства. В данном случае мы говорим о почти 100 миллионов леев из бюджета, о почти 10 миллионов леев из бюджета. Соответственно, жители автономии должны понимать, что это их деньги. И, соответственно, что делается на их деньги, должно всех интересовать. Тот факт, что люди, как жители автономии, находятся до сих пор в неведении относительно того, как используется и насколько прозрачно используются эти деньги, это большая проблема автономии, это огромная проблема исполкома, а ваш исполком, насколько я понимаю, только приветствует тот факт, что используются нетранспарентно какие-то деньги, напротив, общеизвестные ситуации, когда представители исполкома из средств непонятно откуда взятых, они делали какие-то пропагандистские мероприятия с тем, чтобы, опять же, удержать уровень поддержки со стороны жителей. Я бы сказал, что не приветствует, он является бенефициаром этой ситуации. То есть, исполком, имеется в виду политическое руководство, в частности, ШОР. Мы говорим о ШОРе сейчас, о группе ШОРа.
Ну, хорошо, я понимаю, что это очень важно проговаривать, и это нужно говорить, что люди должны интересоваться, но мы же понимаем, что как бы гагаузское общество сейчас не в том состоянии, чтобы задавать эти вопросы. Ну, как бы, да, мы вопросы задаем, мы тоже часть гагаузского общества, но, опять же, насколько эта ситуация еще не дошла до того уровня, чтобы региональные власти рефлексировали по этому поводу, воспринимали чаяния людей, воспринимали возмущение людей и эти вопросы как руководство к действию. Мы видим, как ГРТ себя ведет, или наблюдательный совет себя ведет. Там редактор говорит, мы восполняем квоты по румыноязычному контенту, что вы от нас хотите, да, то есть как бы и мы сами решаем, у кого этот контент закупать. То есть с этой точки зрения там нет, мы понимаем, никаких процедур, они не могут объяснить, почему они закупили контент именно у этого производителя, а не у другого. И это уже вопрос мониторинга и аудита. И тут я так понимаю, что КСТР или СТР в эти вопросы уже вмешиваться не может. Он может вмешиваться только в вопросы относительно того, соблюдает закон ГРТ или не соблюдает. В части с этой телевидения и точки радио. зрения Совет по телевидению и радио вряд ли может вмешаться. Но я хотел бы на вашу реплику ответить другой репликой, Михаил. Вы сказали, что гагаузское общество не готово к тому, чтобы требовать больше информации о том, как используются их деньги. Но я бы хотел знать, а когда гагаузское общество будет к этому готово? Мы говорим уже на протяжении последних 3 десятилетий о том, насколько важно, чтобы люди понимали и требовали отчетов бюджетным средствам. Мне кажется, что если не будет такого понимания со стороны граждан, то политики всегда смогут манипулировать ими за их же счет. Люди не будут понимать, что по большому счету их покупают за свои же деньги. За свои же деньги. И это, извините, это нужно себя не уважать, чтобы позволять любого рода политикам и представителям каких-то партий или чиновникам, чтобы они это делали, и потом еще нам же хвастались о том, что они это сделали. Мне кажется, это огромнейшая проблема для общества. Ну, это, да, и парадокс заключается в том, что все в Гагаузии, ну, не все, ну, как бы, да, те, кто голосовал за Шора, ожидали, что он принесет туда и будет вкладывать из того украденного миллиарда. Оказалось, что ничего он не вкладывает, он использует деньги региона для того, чтобы укреплять свою власть, как бы, да, в этом парадокс. И это очень показательно. Он использует ваш регион как форпост для того, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в стране. И это уже ни для кого не является секретом. И я думаю, что большему количеству жителей гагаузской автономии это стало ясно. Но, к сожалению, это уже случилось после выборов. Да, это случилось после выборов. Хорошо, а вот еще один момент — это цензура, как бы, да, то есть появился недавно в интернете видеозапись, у нас буквально 2 минутки, 1,5, Петру, да, то есть как бы, где журналист ГРТ говорит о том, что есть цензура. Ну, во-первых, не то чтобы руководство дает указания журналисту, что печатать, что не печатать, да, но поступают какие-то указания со стороны представителей исполнительной власти. Насколько это вообще допустимо в общественном телерадиовещателе? Однозначно это противозаконно, это является нарушением не только национальных и региональных законов, это является нарушением международных пониманий относительно того, как должны работать публичные средства массовой информации, в данном случае публичный радиовещатель. Напомню, цензура, согласно Уголовному кодексу Республики Молдова, это уголовно наказуемое деяние. И мне бы очень хотелось, чтобы в нашей стране, потому что это не единичный, это не первый случай такого рода. При предыдущих властях тоже была ситуация, когда журналисты где-то там на кухне или в другом каком-то контексте, они говорили о том, что напрямую вмешивается в их журналистский продукт. А именно это является цензурой, согласно закону, когда чиновник пытается вмешаться в редакционную политику определенного СМИ. Мне кажется, что пришло время к тому, чтобы такого рода случаи, они не только обсуждались, но чтобы и эта норма закона была применима в отношении тех, которые пытаются давать указания. Ценные, в кавычках, указания, которые дают
представители исполкома для журналистов, они должны давать у себя на своих партийных каких-то мероприятиях, а ни в коем случае не вмешиваться в деятельность общественного регионального радиовещателя, который является независимым, должен быть независимым, а как гарант этой независимости должен быть наблюдательный совет. Но, к сожалению, в вашем случае круговая порука идет и в исполкоме, и в наблюдательном совете, и в менеджменте ГРТ сидят люди, большей частью, которые подчинены Шору, и мне не очень не хотелось бы думать о том, что редакционная политика ГРТ разрабатывается не в здании ГРТ и даже не в здании Народного собрания исполкома, а где-то в Израиле. Но ситуация складывается, то есть если смотреть по тому, во что превращается общественный радиовещатель ГРТ, скорее всего, это будет ТВ-6 номер 2. А ТВ-6, напомню, это телевидение, которое принадлежало и принадлежит до сих пор Илану Шору, в самом плохом понимании того, что может быть, что должно быть телевидением. Ситуация усугубляется в вашем случае тем, что речь-то идет об общественном радиовещании. Которое содержится на публичные деньги, и да. это, по большому счету, означает только то, что за публичные деньги Илан Шор будет промывать мозги жителям Гагаузии. И это очень прискорбно. Ну, фактически речь идет о захвате публичной собственности, скажем так, рейдерском захвате публичной собственности. Точно. Господин Маковей, я благодарю, что вы нашли время и прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго. Я бы хотел передать коллегам из общественного телевидения ГРТ, которые понимают, что то, чем они сейчас вынуждены заниматься, не является журналистикой как таковой. Коллеги, мы проявляем солидарность с вами, и мы хотим, чтобы вы об этом не молчали, потому что если вы будете продолжать выполнять указания, которые дают люди Шора из Народного собрания или из исполкома, это будет просто-напросто означать, что вы перестанете быть журналистами. Нужно понимать свою миссию, ну и понимать, что политики приходят и уходят, а репутация наша, как журналистов, и наших средств массовой информации, где мы работаем, должна консолидироваться и отвечать только публичному интересу, а не узкому интересу Шора или других политиков и их представителей. Господин Маковей, спасибо большое. Очень важное замечание, очень важный постскриптум. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо вам, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Станьте нашим патроном или сделайте разовое перечисление на нашем сайте. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой в Гагаузии. Друзья, в этой части я предлагаю поговорить о том, что происходит на Ближнем Востоке, о том, как обстоят дела с войной между Израилем и Хамасом. Об этом я предлагаю поговорить с нашим гостем, который на связи у нас по скайпу, Ростиславом Гольцманом, журналистом, политическим комментатором из Израиля, Тель-Авива. Ростислав, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас видеть. Ну, вот с того момента, как мы с вами говорили в последний раз, там, в принципе, на Ближнем Востоке ситуация стремительно развивается. Появились хуситы. Мы здесь, в этой части, не так часто слышим это название этой боевой группы, террористической организации. Вот недавно, по-моему, да. Америка опять внесла список террористических организаций. Ну, давайте для начала с войной Израиля с Хамасом. Мы видим из телеграм-каналов, из новостей, что, в принципе, она продвигается. Инженерные войска и силы обороны Израиля продвигаются. Это, может быть, идет не так стремительно, как хотелось бы, но продвигаются. И вот недавно мы слышали о том, что якобы достигнуты какие-то договоренности о том, что будет заключено перемирие на определенное время между Израилем и Хамасом. Насколько стоит доверять этим разговорам и слухам?
Ну, начнем с того, что да, правда, и действительно израильская переговорная группа сейчас находится в Париже, где она работает напрямую с представителями Хамас, как это парадоксально звучит, при посредничестве Катара. То есть два сейчас конспонсора этих переговоров: Катар, как, в общем-то, представляющий одну сторону, и Франция. Есть ли какие-то результаты? На настоящий момент нет, потому что с последней, ну, скажем так, короткой беседы, которая была с Йоси Коэном, это бывший глава службы внешней разведки Моссад, он руководит сейчас этой переговорной группой, он и руководил, помните, что привело к предыдущему перемирию и обмену заложников на террористов, которые находились в израильских тюрьмах. Он, скажем так, беседа была, буквально несколько слов, там полминуты, но, скажем так, в голосе оптимизма я не услышал. Были такие слова: мы в самом начале. Хорошо, что мы там, но мы в самом начале говорить о чем-то просто не о чем. Просто говорит не то, что я что-то скрываю, а он всегда что-то скрывает. Это нормально для разведчика. Но он говорит, в данный момент просто не о чем говорить. Не о чем говорить не то, что нету тем для обсуждений, просто нет каких-то результатов, продвижений и так далее. Есть продвижение на поле боя, хотя египтяне, они просто протестовали. Израиль все-таки решил взять под контроль пограничную часть, это, собственно, Рафех, в египетской транскрипции это Рафах, и так называемая Филадельфийская ось, это, по сути, граница между сектором Газа и Синайским полуостровом. Обеспокоенность египтян можно понять, они все еще боятся, что к ним прорвутся террористы, и с другой стороны их еще большая боль — это ожидание новых палестинских беженцев из сектора Газа, чего они тоже не хотят. Нужно сказать, что хотя Египет большая страна, самая крупная арабская страна, но у них уже находится сейчас 1 миллион человек, которые подпадают под определение БАПОР, то есть те, которые имеют право называться палестинскими беженцами. Добавить но это же не только... Но это же не только беженцы, которые сейчас, это исторические беженцы. Нет, это предыдущие, это те, которые бежали, скажем, те, которые служили, достаточно большое количество людей, которые служили у Каддафи, и которым потом пришлось бежать из Ливии. То есть это конгломерат, это не что-то точечное. Но новых они не хотят, то есть они говорят, что если вы хотите, давайте сначала договоримся, пусть сначала нам пришлют какое-то финансирование и так далее. То есть их тоже можно понять, но Израиль уже долго тянуть это время не может, нужно заканчивать. Тем более, что, в общем-то, невзирая на все потери, Хамас продолжает тактические контрудары, примерно с той же тактикой, с которой, например, недавно украинцы познакомились в районе Авдеевки, там, где помимо этих стационарных тоннелей, которые, видели, просто подземный город, оперативно строятся так называемые тактические тоннели, которые быстро прорываются, и потом там из-под земли эти боевики появляются. Например, как недавно произошло в Авдеевке, там эту тактику применили российские военные и добились определенного тактического успеха. Такие случаи уже есть и у нас, поэтому сказать, что мы уже прошли всю территорию, можно не обращать внимания, нет. Война продолжается, нет высокопрофильных мероприятий с участием большого количества, скажем, бронетехники и авиации. Есть даже определенного рода демобилизация, это в первую очередь касается резервистов, которых возвращают по домам. Но там еще достаточно много работы, война продолжается, и, конечно же, у этой войны должна быть решение одно — победа. Но, конечно же, не меньшей задачей является и освобождение захваченных заложников. К ним до сих пор не были допущены представители Красного Креста. Их судьба, их состояние здоровья до сих пор неизвестно. Те видео, которые иногда подкидывает Хамас, трудно сказать, когда они были сделаны. Поэтому это сложность, и с этой сложностью сейчас работает переговорная группа в Париже. К сожалению, в общем-то, БАПОР, то есть УНРВА, это агентство ООН по помощи палестинским беженцам, они уже и так себе запятнали, если уже сам лично генсек Гутьерреш признал, что в УНРВА работали просто боевики Хамас, в том числе и те, которые участвовали в нападении 7 октября, то есть ждать от них чего-то разумного сложно, но хоть что-то, хоть какое-то движение они могли бы сделать. К сожалению, это тоже не наблюдается, и в данный момент я тут не смогу, конечно, передать то, как это было сказано, но смысл я передаю, как сказано было Йоси Коэном: пока радоваться нечем.
Ну хорошо, а вот когда по мере продвижения сил обороны Израиля по сектору, сектор Газа, он сам по себе очень маленький, да, то есть Да. и мы видим на карте, как расширяется медленно, но расширяется зона, контролируемая армией обороны Израиля. Вот население, которое там живет, оно куда уходит? Оно идет в эту, скажем так, еще более утончающуюся и сужающуюся полоску, оно вне остается, или они уходят на территорию Израиля, на территорию Египта? Что происходит? Не, ну на территорию Израиля эвакуируют только вот больных, раненых, они все лечатся в израильских больницах, но речь идет о тысячах. На самом деле, да, там не находится, как заявляли в ООН, 2 миллиона, но миллион человек это тоже не просто много, а очень много. Все они сконцентрированы в настоящий момент в палаточных лагерях, вот, которые примыкают к Рафаху. И была надежда, что все-таки египтяне их впустят назад, потому что люди, поймите, это даже не сборные домики, это не автомобильные трейлеры, это палатки. То есть у нас достаточно мягкая зима, это понятно, но если температура ночью 5 до 5 градусов, даже до нуля, назвать эти вот условия трудно назвать комфортными. Помните, была такая прекрасная походная песня советская «Дым костра создает уют». Не создает никакого уюта, Нет. это тоже нужно понимать. Действительно, эти люди, в общем-то, зависли между небом и землей. Кстати, поэтому они выходят периодически на такие вот стихийные демонстрации к требованиям Хамас, что верните евреям их. Не то, что они полюбили евреев, нет, они возмущены руководством Хамаса. Они спрашивают, где Синуар, где Мухаммад Деф, почему они затягивают эти переговоры, почему они требуют там гарантий для себя, чтобы их отпустили живьем. Кто подумает о нас, когда нам дадут вернуться в свои дома? Поэтому вот реакция на самом деле такая, действительно, сейчас люди находятся в этих палаточных городках ООН, и, в общем, их положение, прямо скажем, незавидное. Даже вот ту гуманитарную помощь, что Израиль посылает, они жалуются, что тут же боевики Хамас все это у них отнимают. То есть, ну тяжелая ситуация, ничего не поделаешь. И незавидная, это тоже одна из причин, что, в общем-то, международным гуманитарным организациям стоило бы более плотно этим заняться. Не только же Израилю их кормить, ну, скажем грубо. Надо это как-то решать. Ну хорошо, а вот объясните вот этот феномен. Почему мы говорим, вы говорите, Египет же большая страна, там больше 100 миллионов жителей, да, в Египте. Да и огромная по размерам. И по территории, да, огромная. То есть, опять же, мы смотрим на США, которые не боится больших волн миграции. Ну да, там сейчас как бы идут политические дебаты по этому поводу, но тем не менее, да, то есть как бы и та же Европа не боится мигрантов. Тут как бы вроде как бы этнически и в языковом плане свои же люди. Неужели для Египта, 110-миллионной страны, миллион беженцев такая большая проблема может оказаться? Чего боится Египет в данном случае? Если идти объективно, нет. Ну, во-первых, прекрасная, вот если бы это не сказали египтяне, надо было бы эту фразу придумать. Когда к ним обращаются, говорит, примите вот людей, которые, в общем-то, несчастные жертвы. На мой взгляд, действительно жертвы, там, да, они там поддерживали, пусть даже тот режим Хамас, пусть даже кто-то из них за них голосовал, но поймите эту нынешнюю ситуацию, которая не изменится. Это нужно понимать, что ситуация не изменится. Египтяне ответили, что там нет невинных жертв, есть те, кто поддерживали террористов, поэтому мы их так и воспринимаем. Скорее всего, это все-таки некая декларативность, потому что, повторюсь, египтяне требуют, вот сначала дайте нам финансирование на абсорбцию этих людей. Мы не хотим просто так, вот мы не принимаем ваших правил игры. Сначала всех к себе пустите, а потом будем что-то решать. Нет, вот есть у вас это агентство ООН по помощи палестинских беженцев. Где оно? Где вот эти вот возможности создавать лагеря палестинских беженцев? Вы хотите, чтобы мы из тех палаточных городков пустили их, устроили им палаточные городки где-то там на Синае или еще где-то? Нет. Сначала вы нам предоставляете программу их абсорбции и финансирование этой программы. То есть периодически там, то из Шотландии, то из Канады сообщается, что они готовы предоставить там какие-то квоты для приема. Но почему-то, по каким-то причинам,
пока это не было реализовано, хотя вот, ну, это тоже шутка, это тоже не нужно воспринимать, но факт остается фактом, что нынешний премьер-министр Шотландии, у него есть родственники в секторе Газа, в том числе теща. Но это, думаю, в данном случае не, в общем-то, объект для каких-то шуток, потому что ситуация, в общем-то, ну, серьезная, очень серьезная. Ну вот вчера была новость, то, о чем мы с вами говорили, США прекратило спонсировать агентство ООН по делам палестинских беженцев, 12 его сотрудников, вероятно, принимали участие в атаке Хамас на Израиль. То есть вот эта новость, которая... Ну, это не только США, это Австралия, это Франция, это Швейцария. Ну, по этой же причине, да? Список спонсоров террора, ну, не то, что они, опять-таки, они не понимают необходимость там абсорбции каких-то беженцев, нет. Но вот таким вот образом, когда сам, не то, что подозревается, что сам генсек ООН Гутьерреш говорит, да, это наши люди, и да, они были теми самыми убийцами, просто вот так вот за здорово живешь, попасть в список, абсолютно, тут же по всем документам, список стран, поддерживающих террор, никому не хочется, и это совершенно справедливо. Я с этими странами согласен. Поэтому тут, ну, ситуация здесь куда как более серьезная. Куда как более серьезная. 12 человек, то, что упоминается, это те личные досье, которые передала американская разведка. Речь-то идет о больших цифрах. Если, собственно, членов Хамас, которые были на зарплате вот, у того же УРНВА, вот, Бапор, это 1200 человек, это не больше, не меньше, это 10% от всего состава сотрудников Бапор в секторе Газа, которых 12 тысяч. То есть нужно понимать, что речь идет о совершенно других вещах. Речь идет о школах, это агентство, где просто преподавали, ну, практически нацистскую расовую теорию. Вот так вот. То есть, а учителя, прямо скажем, они не манкировали обязанностями. Потом, когда был прорыв, 7 учителей из этих школ участвовали в этом нападении. То есть ситуация жуткая. А вот когда сейчас наши солдаты заходят и смотрят, что там было, даже куда там школы, детские сады. Понимаете, милая детская игра, сбрось евреев в море. Милейшая детская игра. Причем с этими все вот именно с этими детскими рисунками. А ребенок-то восприимчив. Это воспитывается с детства. Вы понимаете, какой ужасный урон эти люди нанесли? Они вместо того, чтобы воспитывать людей в том, ну ладно, евреев не нужно любить, как и любую другую страну, но воспитывать ненависть, просто закрывая навсегда дверь к миру между двумя народами, по-моему, большего преступления придумать невозможно. А это ровно то, чем они занимались. Поэтому 12 человек, это по которым были поданы уже полные досье. А досье там еще хватает у американской разведки. И, к сожалению, это все правда. Вот в чем ужас. Вот такая невеселая ситуация. Хорошо, а вот Израиль, очевидно, что, скажем так, цель Израиля выиграть эту войну и очистить сектор Газа от Хамас. А дальше что? Вот с этим миллионом человек, которые находятся на территории Палестины, в секторе Газа, Египет их не принимает, на израильской территории они тоже не идут, да? То есть, как бы, что дальше? Что собирается делать Израиль с этим дальше? Ну, во-первых, существует комиссия, которая вот условно носит условное название «Сектор Газа. Следующий день» под руководством главы Национального комитета безопасности, в прошлом и министра юстиции Цахи Анегби, которые, в общем-то, прорабатывают планы, прорабатывают разные варианты. Ну, во-первых, можно не изобретать велосипед. Вариант Косово – это вполне реальный вариант, который доказал, что он работает. Плюс ко всему, это еще, помните, почему Косово? Это в определенном смысле, потому что там находятся войска НАТО. Это еще и некая буферная зона, которая гарантирует от следующих конфликтов. То есть ровно между там, Сербией и Хорватией, например. То есть этот вариант, прямо скажем, не то что не худший, это вариант интересный, это вариант работающий. Обсуждался вариант создания нового правительства палестинского единства под руководством бывшего премьера палестинской автономии и министра финансов палестинской автономии Салама Фаяда, человек, который, по мне, такая очень спорная личность, которого с его такой безусловной чувством на таланты в своей подручной выбирал не кто-нибудь, а Ясер Арафат. Но, с другой стороны, он и экономист. У него есть и опыт
в общем-то, экономического строительства. То есть есть разные варианты, но все это станет актуально только после победы. И я думаю, что какие-то планы, они уже готовы. И, ну, скажем так, какие-то больше нравятся нам, какие-то больше нравятся второй стороне. Наверняка здесь можно найти некий консенсус, тем более, глядя в каком состоянии сейчас находится сектор Газа. Не то, что он немножко раньше был немножко лучше, не то чтобы. Но все равно, как говорится, есть с чего начинать, есть что выстраивать. Но, опять-таки, сначала победа, сначала ликвидация вот этих вот школ, этих вот безумных программ по воспитанию ненависти. Иначе, что бы мы ни построили, в результате мы опять вернемся к войне. Это тоже нужно учитывать, и это тоже надо понимать. Ну вот с началом вот этого атаки на Хамаса, на Израиль, как-то все зашевелилось на Ближнем Востоке. Оно как бы и до сих пор шевелилось там, но вот сейчас там хуситы активизировались и активизировались атаки на военные базы США в этом регионе. Это все ниточки ведут к Ирану или что происходит, с вашей точки зрения? Ну, давайте будем честны, это единая агрессивная сеть Москва-Тегеран. С этим уже никто не спорит. Достаточно было посмотреть на радостные лица всех российских пропагандистов после того, как была атака иранского беспилотника вот на американскую базу на территории Иордании, там просто восторга не скрывали. Да, это тяжелейшая, конечно же, трагедия, потому что просто это вот классика. Вот, ждали просто прилета своего разведывательного беспилотника. И просто не ожидали, что вот встречают они не свой беспилотник, а чужой, поэтому сами даже направляли на эту башню управления. То есть это жуткая история. Это жуткая трагедия. И когда Байден говорит, что те, кто это устроили, за это заплатят, вот в этот момент ему веришь сразу, потому что есть тут за что отвечать. При этом нужно понимать, что это все-таки единая сеть, и кто-то вот воюет напрямую, как Российская Федерация в Украине, а вот в традиции режима аятолл это все-таки использовать прокси. Надо отметить, что хуситы в качестве прокси используются не впервые. Достаточно вспомнить, что Южный Йемен в свое время был вотчиной Советского Союза. И это вот племя хуситов, оно там было долгое время одно из самых угнетаемых, Южный Йемен. И это использовали разные. Пыталась использовать Саудовская Аравия, вышло плохо. Советский Союз использовал очень хорошо. Сейчас, видимо, пришло время, собственно, Ирана. И Иран, он бы сейчас, по сути, когда вот летят оттуда баллистические ракеты, они же летят не на Израиль, они летят на Европу. И когда Израиль их перехватывает, это путает все планы. Израиль решили, так сказать, предупредить, чтобы он не лез в игры взрослых. И было пущено 2 баллистические ракеты непосредственно на самый главный туристический, вот такая туристическая жемчужина Израиля, город Эйлат, который находится на Красном море. Конечно же, все было сработано, ракеты были сбиты еще над Красным морем, но это, в общем-то, недвусмысленный. То есть это сначала было на словах, сейчас они пытаются это, скажем, свои намеки, так называемые, провести очень таким вот прямым путем, объясняя: Израиль, не лезь, наша цель Европа. Хочешь, сиди, играйся там со своими палестинцами, договаривайся с Саудовской Аравией, как ты там в свое время договорился с Египтом, я не знаю, с Иорданией, с кем угодно. Наши иранские цели нет. Конечно же, да, Иран официально принял закон, установив, в какой дате они должны уничтожить Израиль. Редкому, видимо, вообще в мире удостаивается подобной чести, но в данном конкретном случае они говорят: Израиль, не лезь. Наше дело, мы воюем с крестоносцами. Вот в их понимании европейцы — это новые крестоносцы. Мы воюем с крестоносцами, Израиль, не лезь. Ну, Израиль не может не лезть. Мы должны уничтожать баллистические ракеты. Здесь мы видим полное понимание со стороны наших американских партнеров из Великобритании. Израильская делегация, израильская армия, она на постоянной основе вот уже 2 недели находится в Пентагоне. Нужно уже вот до такой степени координировать свои действия. Но что делать? Ситуация такая, какая она есть. Уже, наверное, самый последний вопрос, если можно очень коротко. Правильно мне понять? Просто сейчас очень много разговоров идет в Европе о том, что рано или поздно Россия нападет на НАТО.
да, то есть как бы и министр обороны Германии об этом говорит, да, то есть как бы и другие чиновники Европейского Союза или страны членов Европейского Союза говорят об этом. Правильно мы понимаем, что как бы если то Израиль это Иран это тот прокси, с которым Москва будет манипулировать для того, чтобы напасть на Европу, да, то есть как бы военным путем. Более того, об этом, по-моему, уже сегодня прямо сказал Столтенберг, что если пойдет Украина, следующий на очереди мы, это нужно понимать, и он опять упоминает, что это в рамках именно агрессивной оси Москва-Тегеран, так что здесь ответ положительный, ибо другого ответа нет. Да, ситуация на настоящий момент стоит именно так. Вячеслав, я благодарю, что нашли время прийти к нам и прокомментировать ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо большое. Всего доброго, до свидания. До свидания. Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Сцена свободы». Не забывайте делиться этим видео, подписываться на нас в YouTube и Facebook. Увидимся завтра в это же время. До свидания.